Врачи республиканской детской больницы поставили на ноги маленького пациента, который чудом выжил в ДТП. 12 июня произошла авария в Канашском округе. Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом. Погибли 63-летний водитель и 3 пассажирки. Одна из них – 12-летняя девочка. Остался в живых лишь ее 6-летний брат. 1,5 месяца врачи боролись за жизнь ребенка. И вот на днях он начал учиться заново ходить и произнес первое слово «Они». Это кадры трагедии, случившейся в семье Купцовых. Погибли дедушка, 2 бабушки и внучка. Остался в живых только внук. Ребенка привезли в крайне тяжелом состоянии. Ребенок находился на аппарате искусственной вентиляции и имелось множество повреждений. Родители Миши были на заработках в Москве и срочно вернулись в Чувашию похоронить близких и помочь врачам ухаживать за сыном. Сейчас рядом с ним круглые сутки мама. Она помогает ему восстанавливаться. Благодарность хочу врачам сказать, вот и канашской реанимации, чебоксарской здесь реанимации, травматологии, неврологии, вот всем, да, прям сердечное спасибо за то, что дали нашему сыну возможность выжить, реабилитироваться. Потому что это у нас остался единственный смысл жизни, ради кого стоит. Мы потеряли всех, один Миша у нас остался. После 20 дней реанимации мальчик начал курс реабилитации. Заново учился практически всему, как после рождения. Миша поступил к нам после 20 с лишним дней, находясь в реанимации, в довольно тяжелом состоянии. Он не мог сам глотать, он нас никого не узнавал. И это была долгая, кропотливая работа многих врачей. На сегодняшний день, как вы видите, он ходит самостоятельно, с легкой поддержкой родителей. Он вчера сказал первое слово. Мы всегда надеемся в таких ситуациях, когда устранили уже все опасные для жизни возможные повреждения, надеяться на самый благоприятный прогноз. Мы надеемся, что после долгих совместных мероприятий ребенок будет полноценным и когда-нибудь забудет о той трагедии, которую он пережил. Сейчас Миша с родителями собирается в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу на дальнейшую реабилитацию. Татьяна Иванова, Андрей Шоклев, Вести Чувашия.